удовлетворена. Уже несколько месяцев Сергей свой день начинает с пробежки. К процессу решил подойти ответственно, поэтому даже скачал себе специальное приложение для бега. Оно выявляет километраж, считает калории, скорость. В общем, эдакий шагомер. Правда, в телефоне, что гораздо удобнее. И важный звонок не пропустишь, да и спортстатистика всегда под рукой. Еще и удобно с друзьями рекордами делиться. Достаточно удобно, практично, и поэтому вообще никаких минусов здесь я абсолютно не вижу. Единственное, составляет неудобность то, что, там, например, в зимнее время тебе нужно обязательно носить с собой зарядное устройство в кармане, потому что телефон на холоде очень быстро разряжается, садится, и он где-нибудь на середине пробежки, а даже в начале, в самом еще до середины где-нибудь у тебя садится. Поэтому это лишний вес, но зимой достаточно все равно в жилетках много карманов и так далее, оно не мешает. Гаджеты сегодня предлагают множество различных приложений для занятий спортом. Даже во время упражнений в спортзале устройство может заменить личного тренера. Достаточно выбрать программу. Хочется ли тебе подкачать пресс, бицепсы или сделать ноги более рельефными. Задаем режим, начинаем подход. Приложение нам подскажет, какой снаряд выбрать и как правильно им орудовать. Здесь на самом деле не так сложно, но тем не менее посмотрим, что нам говорят. Лечь на пол лицом вниз, соединить стопы, вытянув пальцы, положить ладони под плечи. Под присмотром опытного инструктора Ольги исследуем еще одно приложение. Кстати, сейчас особенно популярная йога. Кроме описания присутствует картинка, так что можно увидеть итоговую позу. Также есть все предостережения и чем полезна для организма конкретная асана. В целом Ольга одобряет приложение, но отмечает, если поза не получается, то грамотно скорректировать ее может только человек. Да, это книга, но она не скажет, где нужно подтянуть мышцу, где нужно расслабить ее, где нужно опустить плечи, где нужно, наоборот, их поднять вверх. Это реально для тех людей, которые не могут прийти в фитнес-центр, не могут там по каким-то причинам заниматься с инструктором, вызвать его домой, что-то еще, Но вы сами сегодня почувствовали, что именно направляя человека, человек, который уже знает это, он может правильно скорректировать асану, Для поддержания хорошей физической формы немаловажно также, сколько воды в день ты выпиваешь. Поэтому в любом спортивном зале есть такой вот кулер. И даже для этого есть свое приложение. Баланс воды показывает количество жидкости, необходимой вашему организму. То есть, например, если мы только что с вами выпили обычной воды 200 мл, то она и пополнится в нашем человечке. Ну и необходимо заметить, что также он подсчитывает и количество убывшей воды. То есть, например, если мы пьем кофе, то вода в нашем организме сокращается, и здесь она также минусуется. Поэтому это очень удобно, чтобы проверять, достаточно ли воды в вашем организме. Смартфон или любой другой гаджет больше не роскошь, а необходимость. И с развитием технологий они становятся более наполненными. Также и спорт не прихоть или удел кого-то особенного, а для многих идеальное времяпрепровождение. Ну а соединившись, они значительно упростили жизнь человека.